Научно-исследовательский институт имени Ахриева открыт в 1993 году постановлением Министерства образования и науки Ингушетии от 27 мая, после возрождения республики. Но история НИИ берет свое начало еще с 1926 года. Открытый во Владикавказе, в то время он являлся ингушским НИИ краеведения. Через 4 года, в 1930-м, его возглавил автор ингушского алфавита Заурбек Майсаков. А после объединения Ингушетии и Чечни в единую автономную область институт перенесли в Грозный. Дальше была депортация. 13 лет в ссылке заморозили научное развитие Ингушетии, но по возвращению домой интеллигенция начала плодотворно и непрерывно работать во всех направлениях. А с 2001 года НИИ носит имя выдающегося ингушского ученого Чаха Ахриева. Первый ученый. Действительно, он, если бы сейчас не было трудов Ахриева, я не знаю сейчас, на чем бы строились все вот эти историко-фольклоры, этнографические наши материалы. До сих пор наследие Ахриева еще не исследовано. Первые годы развития института были яркими и плодотворными. Появлялись научные труды по истории, филологии и культуре нашего народа. И по сегодняшний день основная деятельность этнографов направлена на изучение истории ингушского и других народов Кавказа. В начале пути была разработана программа, благодаря которой с сотрудниками отдела был проделан огромный фронт работ. Как вы видите, вот можете посмотреть, была написана работа «Этногенез ингушей и циркум Кавказская провинция». В рамках этой работы были написаны такие труды, как «Обычаи семьи и семейного быта горцев Северного Кавказа». Почему? Потому что мы не можем рассматривать многие процессы исторические, и этногенетические, и этнические. Развитие науки в Ингушетии идет ногу со временем, и об этом говорят работы научных деятелей. За эти годы сделано многое, отмечает директор НИИ. Вспомнить все издания, конечно, невозможно, но то, что они имеют сегодня, это огромное достижение. Были опубликованы такие базовые для ингушской гуманитарной науки труды, как «История Ингушетии», работа «Коллективная монография», очень значимая работа, первая писанная история ингушского народа. Над подготовкой данного издания трудились как сотрудники нашего научно-исследовательского института, так и сотрудники Ингушского госуниверситета. Разработка комплекса вопросов по социально-культурному и историческому развитию нашего региона – это основная цель создания научно-исследовательского института гуманитарных наук. Сегодня он состоит из 5 подразделений. За последние 5 лет в ней была издана 61 книга, и все это заслуга квалифицированного состава института. Сегодня научно-исследовательский институт имени Чаха Ахриева – это настоящий кладезь знаний и достижений в области науки. Здесь профессионалы своего дела каждый день проводят исследования, выявляя факты ингушской истории и личностей, внесших большой вклад в духовную и материальную культуру ингушского народа. Дана Плиева, Новости 24.